Профессиональной флористикой я занимаюсь с 2005 года, можно сказать. Тогда занимался предпринимательской деятельностью. Вырастить, продать, купить, продать, то есть зарабатывал себе на жизнь. И друзья, родственники даже смеялись, говорили, что ты это самое, ты вот эти там непонятно что. Даже многие покупатели сегодня до сих пор, ну, она у нас еще сама флористика профессионально, она не прижилась еще. Даже моя супруга меня не понимала тогда, то есть как не понимала. Она, ей противостоять она не могла, но она открыто не поддерживала, ее это не устраивало. Профессия флорист, она считалась долгое время женской профессией, чисто женской. Стереотипы женская, мужская профессия поломаны, лет 10-15 эти стереотипы, скажем, за последние 20 лет этот стереотип поломан. Лист стоит, на ножке есть лист, сам бокал чистый. Это видно, что роза, она довольно-таки свежая. Многие цветоводы, цветочники что делают? Вот этот бокал заворачивают всякие там, пленка, сетка, где бокал во что-то завернут. Если бокал во что-то завернут, значит, это уже сразу можно понять, что эта роза не просто не свежая, а ее давно пора утилизировать. У нас активная покупательская способность, хотя мы, мужчины, особенно наши друзья, коллеги, родственники, чеченцы, по менталитету мы стараемся этого не показывать, но при всем при этом это уже изжитки прошлого, можно сказать. Даже если 10 лет тому назад приходили, кто бы он ни был, просил положите букет в машину, это 10 лет назад было такое, часто было. Сегодня любой мужчина смело берет букет в руки и идет, несет и так далее. Работал всегда, по 20 часов в сутки, работал и буду работать, покуда хватит у меня здоровья. То есть я не смотрел на то, что происходит, я созидатель. Приобщен полностью каждой клеткой к природе, потому что флористика – это флора, фауна, это все, что происходит из земли, то, что не говорит, только показывает своими действиями, поступками, что ему нравится, что ему не нравится. Даже животное может лаять, мяукать и так далее, предупреждать, что что-то не так. А растение, то, что живой цветок и растение, оно своим действием показывает, что ему нравится и не нравится. Это надо понимать.